Интинская детская школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». В музыкальное отделение буквально на днях поступили закупленные по нацпроекту 2 маршевых барабана и студенческий ксилофон. И, о чудо, дети, несмотря на каникулы, поспешили обратно на занятия. Любовь Лапина о силе искусства. В детской школе искусств идет репетиция. Ребята осваивают новые ударные инструменты. 2 маршевых барабана и ксилофон. В музыкальное отделение они поступили по национальному проекту «Культура». Конечно, это замечательно, когда идет такая поддержка, потому что инструменты очень дорогие, и не каждый может себе позволить, не каждый муниципалитет. Это очень хорошее подспорье, так скажем. Позади, к слову, уже несколько репетиций, потому качество звучания новых ударных и педагог, и сами ребята уже оценили. Вот, к примеру, Семен Буянов признается, не было сил ждать новый учебный год. Пришел в школу искусств на каникулах, чтобы как можно скорее сесть за новые инструменты. Звучание отличается, наверное, найдется какой-то современный музыкальный стиль, в котором они будут применяться хорошо. Вот. Недавно играли музыкальный микс, где у каждого был свой ударный инструмент. И они играли свою собственную роль, каждый создавал свой звук. А за ксилофоном Лейла Разманова, выпускница по классу фортепиано. Принцип игры на новом инструменте схож, поэтому девушке быстро удалось его освоить. Мне он легко дался, так как я уже знала саму мелодию. Реализация национального проекта «Культура» началась в 2019 году. Тогда в детской школе искусств ИНТы появился виртуальный концертный зал. 6 педагогов прошли обучение, 4 в Академии музыки имени Гнесиных в Москве, 2 в Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. К сожалению, из-за пандемии теперь это все дистанционно. Очень жаль, потому что очно – это очно. Встретиться с замечательными педагогами, балетмейстерами. Из такого маленького города, как наш, это, в общем-то, чудо просто. Так что спасибо национальному проекту. Последнее пополнение музыкальных инструментов в Интинской детской школе искусств было 3 года назад. За счет собственных средств учреждениям дополнительного образования обновлять базу довольно сложно. Национальный проект «Культура» открывает новые возможности и горизонты. Такие инструменты получили все школы, в которых есть класс ударных инструментов. Конечно, это очень здорово, это расширяет возможности, это можно создать ансамбли различные. Потом у нас учатся не только дети, но и взрослые. Мы ждем, может быть, придут к нам взрослые. А уже через 2 года, в 2023-м, в детской школе искусств ИНТы по нацпроекту «Культура» будет выделено 3,5 миллиона рублей. На эти средства здесь собираются купить еще больше инструментов – рояль, домры, скрипки, многое другое. Даже вспомогательное оборудование, такое как интерактивные и магнитные доски, зеркала, хореографическое отделение, свет и даже учебные материалы. Любовь Лапина, Ольга Доценко, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, ИНТА.